покинули место бывшего лагеря для репрессированных Боярский Вис и направляемся дальше вниз по Печоре. Следующая остановка – поселок Кырта. В отличие от Боярского Виса, Кырте повезло больше. Там еще живут люди. Их мало, они свободны, но покинуть поселок не имеют права. Как говорят здешние жители, супруги Венскель держат их здесь долг и совесть. А еще любовь к этому берегу. Здесь у меня родились сыновья, здесь женился. И вот неохота уезжать. Я, конечно, не хвастаюсь, но просто действительно кому-то надо вот содержать хоть деревню. А вот мы уедем и не знаю, что будет. Супруга у меня вот в клубе работает. Вацлав Венскель сам из Беларуси. Приехал за романтикой и рублем лет 40 назад. И с легкой руки местных получил имя Василий. Не обижается, ведь в Кырте были люди со всего Союза. Необычные для этих мест имена упрощались. В подобных поселках мало кто задумывался, кто какой национальности. Эксперименты по замесу новой этнической сущности, как советский народ, в таких местах удаются. Приходится кому-то здесь командовать. Потому не оставишь же так, что без присмотра. И что в ваших обязанностях? Причем официально и неофициально? Официально у меня я инспектор по работе с населением. Староста еще поселка нашего. Занимаемся и за пожарные водоемы, и порядок в поселке, чтобы чисто было все. Бегаю туда-сюда с 6 утра и до позднего вечера. История поселка началась в 1931 году, когда здесь было открыто угольное месторождение. На тот момент первое в Коми-крае. Оно стало снабжать топливом все печорское пароходство. К началу войны здесь было открыто 5 шахт. Вместе с рудником рос и поселок. Уголь добывали заключенные ГУЛАГа. Их 4000 человек, конвоиров 400 и вольнонаемных 500. В Кырте работали магазины, клуб, больница, была большая школа. Я коми-казачка, мама коми, отец волжский казак. Тут был ГУЛАГ, свозили всех людей, всех заключенных. Тут и были немцы, и Западная Украина, латыши, литовцы, эстонцы. Ну, буквально весь народ. В 1999 году снимался у нас фильм «Сердце медведицы». Ирва Ихо снимал этот фильм. Мы тут участвовали все в этом фильме, как говорится, были артистами. И на квартирах они останавливались у нас, были квартирантами. В общем, очень весело было. Молодцы! Хорошо, вот теперь вот эту вот елку и вот эти вот все под обход, хорошо? Сами что посадили яблоньки. Яблони на севере, мороз не выдерживают. Ой, да если бы захотели, все выдержать. Эй, Василий! Чего? Василий, вы туда спускайтесь. Хорошо? В 1957 году было принято решение о закрытии рудника, так как добыча стоила больших затрат. Однако жизнь поселка с закрытием рудника не остановилась. Уже со следующего года здесь стали заготавливать лес. На несколько десятилетий Кырта стала поселком лесозаготовителей. Добыча была угля, нерентабельная, потому что очень далеко возить и баржами доставлять надо было. В 1957 году закрыли у нас рудник. Очень много с рудника уехали. В Инту, в Воркуту переехали шахтеры. И открылся леспромхоз у нас. И вот я приехал сюда, в леспромхоз, и так и остался здесь. Были и поляки, и белорусы, и украинцы, и коми. Много было и немцев, все было. И вот с Молдавии приезжали, и болгары были, и румыны были здесь. Супругам Венскель есть куда уезжать. В Уктыле квартира пустует.
Но они бывают там чаще зимой, когда появляется зимник. В Кырте проживает постоянно 27 человек. Летом более людно. Приезжают дети и туристы. Среди жителей лишь одна семья имеет немецкие корни. Все немцы выехали в Германию, когда это стало возможным. Осенью и весной поселок живет абсолютно автономно. Пару раз может прилететь вертолет, и все. Вацлав Венскель отвечает за жизнеобеспечение поселка, а его супруга Тамара – за все, что наполняет жизнь смыслом и радостью. Уже 40 лет она руководит местным клубом. Сюда приходят все жители поселка по поводу и без повода. Общаются, отмечают праздники. Например, как одна дружная семья, они встречают вместе Новый год. Мы сами играем, поем, как говорится, хором. Кругу. Да, игры, конкурсы проводим. Поэтому мы сами друг перед другом выступаем сами. И конкурсы проходят, игры. Вацлав Венскель ведет нас на рудник. Заодно мы слушаем его рассказы о местных достопримечательностях, о случаях из былого. Ему вторит Наталья Шуричева. Сегодня она нашла возможность присоединиться к нашему походу. Это называется место «Скала любви». Здесь раньше праздновались все праздники. И чаще всего здесь знакомились молодые люди, и здесь создавались семьи. Называется «Скала любви», но еще называют ее «Скалой разлуки». И есть легенда местная, что если случилась разлука и любимые расстаются, то лучше броситься вниз со скалы, чем жить без любви. Кладбище, словно архив, тоже несет в себе информацию. Кто какой национальности и когда кого было здесь больше. Оказалось, немцев тоже было немало. Дойдем. Ну-ка покажи вот этого, кого вы глядели. Немцы! А, гипсы? Ну да. Рудник от поселка в паре километров. Все вокруг заросло настолько, что сам Вацлав порой сомневается, где и что было. Вот он, уголек наш. Даже не сломаешь сразу. Цена. Цена человеческих жизней, человеческих судеб. Вот этот вот уголь. Крыты. Начиналось здесь все. Здесь вот была узкоколейка, вывозка была конная, ну, лошадьми. Здесь вот был настил большой, рельсы были, узкоколейка, вот уголь наш этот добывали. А здесь открытым способом велась. И к реке возили полностью, загружали баржами. Важно было видеть людей, которые здесь остаются по какой-то причине, потому что это их дом, и они хотят что-то для него делать, и это удивительно. Кырта у нас надолго останется в сердце.
И не только из-за своей чудной природы, но из-за обаяния этой милой четы Венскель, хранителей жизни на дальнем берегу. А мы плывем дальше, вниз по Печоре. Через несколько десятков километров увидим бывший поселок лесозаготовителей Усоплеск. А до того мы успеем увидеть место слияния знаменитого Щугара с Печорой и коми-деревеньку Ущугар, место, где начинался один из сибирских трактов. Сейчас в этой старообрядческой деревне постоянно проживает лишь 15 человек. А вот и Усоплеск. Нас встречают. К слову сказать, нас везде встречали. Поселок стоит на левом берегу Печоры, на высоком месте. Это, похоже, про него вспоминают в песне Земфиры. Хочешь, за окошком Альпы. Они в Усоплеске видны из каждого окна. Не Альпы, конечно, но мы впервые за все дни увидели Урал. И здесь, как на ладони, одно из самых красивых его мест – хребет Сабля. Наверное, раньше поселок гремел. О его былом величии говорят водобашня, двухэтажное здание средней школы и общественная библиотека. Кстати, книги есть до сих пор, и они все так же в свободном доступе. Местную власть здесь представляет симпатичный молодой человек, инспектор Алексей Яскович. У него 2 высших образования, но он видит себя здесь в помощи своим стареющим землякам. Когда-то он рос в Усоплеске у своей бабушки. Алексей не просто глаза и уши в уктыльской администрации. Он все службы разом по оказанию помощи местным жителям. В Усоплеске людей немного, но среди оставшихся находим потомков немецких спецпереселенцев. Нина Терзи. Она пригласила нас в свой дом и затопила баньку. Пока банька топилась, коротко рассказала свою историю. Я родилась здесь в 1955 году, а маму мою их выгрузили в Печоре. Там бабушка моя умерла, там похоронена. Вот. А мама забрала своих сестер, у нее их было, значит, 3. А одной было всего 3 годика. Мама была самая старшая, ей было 13 лет. А отец? Отец, его сразу взяли копать противотанковые рвы в Ростове, он там и сгинулся. Бабушка, мама, сестры, вот они были репатриированы все вместе? Да, все вместе. Бабушка их никого не растеряла, она их так и привезла. А потом была история, которая нас всех потрясла. Зашедший к соседке Нине Терзи Геннадий Мартюшев вспомнил случай из детства. Жил он тогда в соседнем Ущугаре. Уже близок конец войны, а по улице на рудники ведут пленных немцев. На улице мороз, а у одного молодого немца ботинки вдребезги. На обмороженных ногах гангрена начинается. Одна сердобольная коми-бабушка выпросила конвоиров оставить его у себя, ноги подлечить. Конвоиры оставили его аж на 3 месяца. За эти 3-4 месяца научился буквально разговаривать чисто. Значит, через 2 года им дали разрешение выезд обратно, видимо, на родину. Ну, чтобы там освобождали. И вот он останавливался, на пароходе ехал, уже свободный. Жил неделю в Щугаре. У вас? Да. Ну, как, вроде как благодарность. Вылетели его, правда. Делал нам самолетики, танки. Как мать рассказывала, тоже их забросили. В 1935 году были высланы с Житомирской области, с Украины в Карелию.
А потом, когда война началась, их перевезли сюда на Печору, в Тутово, Лемтыбош, Подчере. Ну, помню со слов матери, как она рассказывала здесь, как они здесь жили. И где-то до 1947 года. А потом потребность была в рабочей силе в Затоне, строилась там судоверфь. Потом они переехали все туда, в Красный Затон. До 28-го дома по Трактовой улице только 2 дома было не немцы, остальные все немцы жили. От Усоплеска мы отправляемся дальше вниз по Печоре. Все дальше от Подчери и все ближе к финишной точке. В этот раз к нам присоединился еще один местный краевед, житель села Подчерье Наталья Мезенцева. Остается последний пункт нашей экспедиции, самая дальняя деревня, она называется Усть-Воя, и не столь многолюдная, но тем не менее она интересна своей историей, там добывали точильный камень. Из всех населенных пунктов, что мы посетили, Усть-Воя имеет самую большую историю. Началась она с производства на берегу реки Воя точильного камня. Это сейчас абразивный натуральный камень не каждому знаком. А ведь буквально 3-4 десятилетия назад без точильных брусков и кругов сложно было представить ежедневный быт. Поначалу камень добывали лишь местные крестьяне и в малом количестве. Царское правительство в 17 веке каменные рудники дало им в собственность, чтобы было на что жить. Но когда спрос на камень в России вырос, крестьяне догадались сдавать рудники в аренду купцам. Печорский брусок был известен по всей России и так и назывался Печора. Масштаб производства значительно увеличился с появлением ГУЛАГа. В 1931 году сюда прибыли первые баржи со спецпереселенцами, а в 1932 начато строительство точильной фабрики. Фабрика и поселок Невольников, названный Пиняиз, размещались не в самой Усть-Вое, а в 3 километрах от деревни. Именно туда мы и направляемся. В 1931 году эти бараки построили. То есть это вот с самого начала, как в 1931 году, да. Все строительство началось в 1931 году. Никто не живет, Надь? А? Никто не живет? А только Вера вот что осталось. Это вот спецпоселенцы жили, которые на фабрике работали потом, да? На фабрике жили тут половина, тут только начальство их жило. Песок и солнце. Красиво. В поселке на сегодня несколько пенсионеров и пара романтиков. И везде вокруг привычный нам пейзаж угасания. Оказалось, в прошлом среди местных тоже было много немцев. Значит, немцы у вас жили? Жили. Они же самые первые их сосылали. Их привезли на баржу в октябре месяце. А куда привезли? В какое место? Сюда, вот на берег. Ну, на берегу их высадили. Здесь, на Вое. И куда девали? По домам? По каким домам? Тут домов не было. Еще километр от поселка, и проезжая дорога обрывается. Скоро будет рудник. Так, мы пришли к началу фабричного поселка. Сам фабричный поселок был левее, выше на горе. А вот здесь вот мы сейчас пойдем по дороге, уже Григорий будет нам все рассказывать, показывать, потому что здесь все заросло, и как бы сориентироваться уже так, как было раньше, это самое нужно опытному человеку. Пиняиз с коми можно перевести по-разному, как камень-суп или камень-скала.
И действительно, на песке вдруг стали вырастать камни и валуны. Некоторые камни явно несут следы ручной обработки. Поправляем нож на точильном камне. Так, помочить надо было немножко больше, тогда бы в момент заточился. Камень подвергался обработке. Видите, какие у него ровные края, такие прям прямоугольные. Это бруски, которые изготавливались на фабрике Усть-Воя. Делались они вручную, брусочки это. А вот эти вот круги? А эти круги, их подготавливали сперва, кольщики, а потом на станке их обрабатывали. У меня теща работала, она говорила, надевали марлевые повязки. И к концу смены она, ну, как бы такая темная, ну, пыль, от пыли этой. Да, здесь это... Так, пойдемте заберите. У вас есть Ой, я хоть на пивке не поезжу. Тогда еще вы, да? Да, когда еще такое кайф будет. Спасибо. Странно, но появляется ощущение, что чем агрессивнее человек вмешивается в природу, тем агрессивнее она стирает все результаты его трудов. Стоит только ему расслабиться. Еще пяток лет, и рукотворные обломки можно будет найти только археологам. Чем ближе к фабрике, тем гуще бурелом. Анатолий Иванович, идите туда, От фабрики, что была на момент своего апогея единственной на всю страну, осталась лишь одна фасадная стена. Она напоминает останки буддийского храма в джунглях. Идти сквозь заросли крайне тяжело. Ноги цепляют древесные и металлические прутья. Это вспомогательное здание. Отсюда ремень. Понижающий. Шел туда и тянул этот. Там стояли станки. И вот это вот пилит и подтягивает. Как килорама. Определенную делают. Обыкновенная металлическая пластина. Вот, вот Да, вот так. Да? Килограмм обычно. Тут труд был, наверное, нечеловеческий. А я даже покручу, у меня силы. Было специально, тут смазчик был специально. Крутится. Целыми днями ходил тут. Скала Пеняиз – источник точильного камня в 100 метрах от бывшего разделочного цеха. В скале делали шурфы, закладывали взрывчатку, крошили скалу на валуны. Затем валуны пропускали на плиты через фрезерные станки. Далее камням придавалась форма и шла их шлифовка, пыль и скрежет. Еще раньше, в царское время, людей, которые совершили страшные преступления, отправляли на каторгу. Это были рудники, и вроде бы оставался шанс человеку отработать этот срок на рудниках и вернуться к нормальной жизни, но на самом деле это все равно, что высшая мера наказания, потому что производство очень вредно для здоровья, так как на рудниках была каменная пыль, и эта каменная пыль особенно сильно отражалась на работе легких. Говорят, что даже здоровые мужчины за несколько месяцев могли закончить свою жизнь. Я думаю, что и это место не исключение. И здесь были сотни людей, у которых была трагическая судьба. Именно потому, что они попали сюда, на этот рудник. Фабрика пропустила через себя много человеческих судеб. Люди здесь не задерживались. От тифа и туберкулеза погибало до 10 человек в день.
Я обычно всегда, когда вижу чистую воду в каком-либо водоеме, я пробую ее на вкус. В данном случае я этого делать не буду, потому что достаточно обоняния. Вода сильно пахнет сероводородом. Это озеро, искусственно тут был карьер, вытаскивали породу, и оно потихоньку заполнилось водой. Глубина от 10 до 20 метров. Это озеро местные называют мертвым озером, потому что из-за сероводорода здесь ничего не водится. Ну вот только какие-то непонятные травинки растут рыжеватого цвета. Вот и все. Так случилось, что рядом с выходом камня из пробуренных скважин пошла сероводородная вода. Фабричные горько шутили: у нас теперь курорт союзного значения. И на самом деле многие из местных утверждают, что вода и грязь здешняя лечебные. 2 года назад у меня сильно болели колени, и вот мне удалось побывать на этом источнике, и я вот прямо ладошками прикладывала воду к коленям, и мне в течение прямо 6-7 месяцев было сильное облегчение. Какой цвет? Я решил и левую коленку тоже помазать. На всякий случай. На всякий случай, да. Вообще, может, плюхнуться полностью само. Олег Францович, сколько-то времени спустя у вас должно быть такое ощущение, как будто у вас ноги горят. В 1963 году фабрику закрыли. Правительство не захотело вкладываться в ее модернизацию. И самое главное, к тому времени уже стали производить искусственный абразив. 3-вековая история завершилась. Мы пытались материал в основном собирать по немцам российским, но оказалось, тут настолько переплетены судьбы людей. Нет ни одного брака, скажем, немца с немкой. Все браки смешаны. Здесь живут старообрядцы, здесь живут люди других национальностей. Поэтому мы новые пласты для себя открыли, взаимодействие этих людей, такого взаимопроникновения культур в составе экспедиции, ученые, для которых тоже, как это ни странно, открылись многие вещи, которые они также не подозревали. Поэтому экспедиция не закончилась. Закончилась поездка, обработка материалов. Это еще очень длительный процесс. То есть работа еще, я бы сказал, не на 1 год. На высоком, красивом берегу Усть-Твои стоит крест в память о всех невинных жертвах советского террора. Печорское предуралье никогда не было землей обетованной. Сюда приходили искать одиночество. Не зря почти все деревни старообрядческие. Здесь принято было скрываться. И эти места после бурных советских лет опять обретают свою девственность. И тайга стирает все следы. Возможно, так и должно быть. И, возможно, это даже хорошо. Единственное, что не должно стереться, это наша память. Людей с немецкими корнями мы нашли крайне мало. Кто-то уже лежит в земле сырой, а кто-то живет в земле другой. Но это не значит, что искали мы напрасно. Мы закрыли еще одну главу в истории освоения Коми-края и обозначили еще одну точку на карте в нашей краеведческой программе «Коми